В церемонии открытия памятника приняли участие президент Абхазии Аслан Бжаня, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, семьи погибших, ветераны, добровольцы, общественность. Место для мемориала было выбрано не случайно. Именно здесь, в Маркуле, проходил первый танковый бой, где нашими бойцами были подбиты 3 вражеских танка, отметил глава администрации села Маркула Андрей Хорхмал. Тогда погиб герой Абхазии Николай Луц. Были ранены 3 бойцов, жителей Маркулы. 26 сентября, сегодня как раз дата годовщины первого боя, который произошел в Маркулах. Против 12 человек ополченцев, которые были слабо вооружены, встала целая рота грузинских гвардейцев, 4 БМП, 1 танк. Грузинские войска, конечно, не ожидали такой подготовки, такой обороны. У нас был Николай Луц, который герой афганской войны. Он подсказал меркульским ополченцам, как готовить оборону, где минировать, что минировать. И один из первых это был Николай Луц, который подбил первую технику. 2-й БМП подбил осетин Калуев Тимур. В напоминание об этом эпизоде частью композиции мемориала стал установленный танк. Из республиканского бюджета на строительство памятника было выделено 3 миллиона 952 тысячи рублей. Алябаға яду балойд апсны акытақа хындыныдзадзо ирылца зафархатша арджиба арша рыбстаза аразықнырцыз абзебара ирымыз рахындкар рашқа. Яха евежеба шуксаамыштых абаға азырто иреуп абипарачыц арикарстаз қоқтысу шарафджибай шыбхдзаши пату акуп и шицагал абипара и нарагдзой шара шизук позаяйраду. Хочу обратиться к ветеранам, которые сегодня здесь находятся, к нашим добровольцам. Мы склоняем свою голову перед вами за ваше мужество, за вашу стойкость, за то, что вы в последнюю минуту не бросили свою родину и встали на ее защиту. Также хочу сказать президенту Аслану Георгиевичу большое спасибо за реализацию этого проекта. Всем, кто принимал участие, особенно жители села Маркула, которые с самого начала, когда началось здесь строительство, стояли рядом до конца, помогали в строительстве. Всем, кто продвигал этот проект. И к матерям за вашу стойкость, за то, что вы были с вашими сыновьями, с вашими дочерями рядом. Низкий вам поклон за ваши слезы, за вашу доброту. Не бывает войны без жертв, но народ Абхазии отстоял свое право на существование, а мы встали рядом с нашими братьями, отметил председатель Союза абхазских добровольцев КБР, кавалер ордена Леона Казбек Яхагоев. Сегодня вот 30 лет уже как война кончилась, но вы всегда говорите добровольцы, добровольцы. Мы всегда говорим, что никакие добровольцы вам не смогли бы помочь, если вы сами себе не помогли. Да, много людей потеряли. Война без жертв не бывает. Поэтому это земля абхазов. Мы чем могли, помогли, уехали. Видите, здравствуйте. Вот таких дней, что больше не было на Абхазии. Всем женщинам Абхазии преклоняемся. Они достойно показали себя, и наши братья. Поэтому войну вы выиграли. И маленькие дети, старики, все встали на защиту этой маленькой страны. Поэтому и победа была за вами. Днем Победы вас! Вечная память героям, которые навсегда останутся в наших сердцах и в истории Абхазии. Лаура Капш, Раму Камке, Абхазское телевидение.